Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Элайф. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Ревнует ли он?». То есть вообще чувство ревности, да, испытывает ли этот человек на данный момент по отношению к вам или нет. Естественно, тема любовная. Вы загадываете человека, выбираете позицию интуитивно или по сигнификатору. Сигнификатор – это ваши чувства к нему. Ну и потом уже смотрите ваши отношения, да. Итак, достаю нашу замечательную колоду Таро. Сейчас перемешаем ее. Перемешаем. Ревнует ли загаданный человек? Есть ли ревность по отношению к вам? Ух ты, карта выпала. Смотрите, вышла карта 12-й аркан, который показывает, что как знак, да, что эти отношения, возможно, в подвешенном состоянии, там, допустим, долго не двигается какая-то ситуация, да, которая зависла. И также для того, чтобы сдвинуть эту ситуацию, нужно посмотреть на все иначе и, может быть, даже чем-то пожертвовать. Интересно. То есть просто так бы не выпало, да? Итак. Первая карта на позиции, как вы помните, снова напоминаю, да, что ваши чувства к этому человеку. По ней вы проверяете, правильно ли вы вообще выбрали позицию. Либо просто выбираете интуитивно и соглашаетесь со всем, что есть. Да? Итак, первая позиция у нас с вами горный хрусталь. Вторая позиция вот такой вот снежный обсидиан. И третья позиция это у нас окаменелое дерево. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Ревнует ли загаданный человек? Есть ли ревность? Итак, значит, гадаем первую позицию. Да, у нас вот такой вот интересный горный хрусталь. И первая карта – ваши чувства к этому человеку. Ну, десятка мечей, она показывает, что вы сейчас раздавлены, вы сейчас в отчаянии. Возможно, произошла ссора, расставание, какой-то нехороший момент в отношениях. Или что-то вас очень сильно расстраивает, удручает в отношениях, не дает надежды на развитие, на будущее. Вы переживаете, возможно, вы разочарованы вот, из-за этого человека. Вообще десятка мечей, она, конечно, такая карта, не очень хорошая, но иногда она показывает окончание сложного периода. То есть вы просто лежите и ждете, ну, когда вот все это пройдет. Все эти проблемы пройдут, весь этот темный период в жизни пройдет и наступит рассвет. Если вы себя узнаете, если у вас действительно какая-то сложность в отношениях, или, может быть, даже момент, что что-то нужно отпустить, да, раз и навсегда из этих отношений, что-то поменять, то эта позиция ваша. Давайте смотреть. Итак, что он к вам чувствует, смотрим, да, обязательно. Четверка кубков. А вот видите, он тоже как будто бы сохраняет, с одной стороны, нейтралитет, с другой стороны, молчание, да. У него есть к вам чувство, но какая-то ситуация в отношениях его напрягла, надоела ему, да, и он отворачивается на сегодняшний день. Вот, допустим, даже если бы ему было предложено что-то улучшать, он бы пока не согласился. Почему? Потому что не хочет совершать никаких активных действий, хочет подумать, как-то отгородиться, да, и побыть, допустим, наедине с собой. То есть такое вот очень часто бывает, особенно когда вот эта карта десятка мечей у вас на чувствах. Естественно, часто бывает, что и у партнера четверка кубков, да, или у партнерши. Вот, поэтому здесь неудивительно видеть вот эту карту. Очень даже она гармонична. То есть у вас чувства практически взаимные друг с другом, да, что что-то произошло, может быть, не очень хорошее, или в отношениях явно есть какая-то труднопреодолимая проблема. Хорошо, давайте теперь посмотрим, есть ли ревность со стороны этого человека. Пятерка жезлов. Ревность действительно присутствует. Вообще, вот эта карта соревновательного процесса. То есть, да, этот человек знает, что вы, возможно,
пользуетесь популярностью противоположного пола, что кто-то может на вас посмотреть, воспользоваться моментом, когда у вас какие-то проблемы в отношениях, увести, да, и, конечно, у него есть чувство ревности. Ревность сейчас присутствует. Давайте посмотрим, следит ли он за вами в социальных сетях или еще где-то наблюдает. Вышла карта Иерофант, старается не наблюдать, старается соблюдать приличие в этом плане. И причем, вы знаете, возможно, этот человек даже уважает чужое пространство, личное, зону комфорта или личные вещи. И не такой вот, чтобы сильно это подглядывать. Вроде как морально воспитан. Но, с другой стороны, Иерофант может показывать и некую гордыню. Ну, то есть я не буду принципиально смотреть, однако я ревную, да. Вообще он очень горделивый, он очень такой, умеющий, видимо, справляться с собой в плане того, чтобы вот как игнорировать, да. То есть когда он игнорирует вас, он очень себя контролирует в этот момент. Реально умеет игнорировать. Вот эти карты говорят о самообладании, что человек может долгое время выдерживать, не разговаривая с кем-то, или игнорируя проблемы в паре. Понимаете? А еще считает себя по Иерофанту вот каким-то прям вот великим, непогрешимым. Вот. Чего он хочет от ваших отношений вообще? 5 кубков. Да пока ничего не хочет, просто расстроен и все. Есть момент какого-то разочарования, печали, утраты, что ли, даже. Чувство вины. И пока ничего не хочет. Пока ничего не хочет, а именно ревнует, да, с одной стороны, знает, что могут вас увести. С другой стороны, пока не хочет совершать активных действий. Будет ли продолжение этих отношений? Ой, башня. Тут идет слом ситуации в будущем, но также может быть и слом вообще всего. То есть, да, действительно, отношения под угрозой. Но, может быть, да, слом, опять же, молчания. Или, допустим, слом тяжелой ситуации в отношениях, когда все игнорируют проблемы, там, да. Давайте посмотрим, как себя вести сейчас, чтобы продолжились отношения, если вы ими дорожите. Покориться судьбе, колесо фортуны, отдать на волю Вселенной. Судьба, мол, сама распорядится, если вы не будете форсировать события. То есть, да, у вас какая-то сложная ситуация, но отдайте ее на волю Бога. Вот так нужно сделать, и все. То есть, как пойдет, так пойдет. Ну, вот такая интересная у нас самая первая позиция. Но, однако, да, ревнует, хотя у вас и сложность, трудность какая-то в отношениях. Хорошо, идем дальше. К позиции номер 2. Ревнует ли он? Да? Снежный обсидиан, по-моему, был второй, насколько я помню. Итак, ревнует ли он? И, значит, первая карта, ваши чувства к нему, это шут. Идет какое-то обновление в чувствах. Вы интересуетесь этим человеком, но при этом вы знаете, что личность вы оригинальная, интересная, свободная. Вас много еще интересует, чего в жизни, там, не знаю, там работа, творчество, эзотерика, что угодно, путешествия. Вот. Но да, вы этим человеком интересуетесь, вы, возможно, его любите или влюбленность испытываете, притяжение к этому человеку, как сказать, неподдельный интерес. Вы можете даже за ним где-то наблюдать или постоянно даже проявлять себя. То есть вы с ним веселитесь, общаетесь, вот как будто и конкретно даже не скрываете, допустим, своего интереса к этому человеку. Вам с ним хорошо, легко, приятно. Вот так могу сказать. Такая карта. Вот. Если себя узнаете, то смотрим дальше. Если нет, идите в другую позицию. Итак, гадаем дальше. Что карты Таро скажут про его чувства, да? А карты Таро показали короля кубков. А это значит, что человек вас любит, но уже как-то вот более зрело, что ли, чем вы даже. То есть у вас к нему такой интерес возобновленный, может быть. А у него прям любовь. У него любовь, и он четко взвесил, что вы ему нужны как человек, что он вас любит, что отказываться от вас он совершенно не собирается, и что в отношениях, в принципе, я бы сказала, все неплохо. То есть король кубков, он всегда свидетельствует о том, что это неплохие отношения. С его стороны уж точно. Шут с вашей стороны может даже показывать некоторую вашу непосредственность и детскость. Он же проявляет за вас ответственность. И, между прочим, такой человек всегда готов как будто бы поддержать вас и даже действительно быть более взрослым в паре. Хорошо. Ревнует ли он? Ревнует ли он? Влюбленные
ну, он как бы с одной стороны знает, что вы ему по сердцу, а он вам. Вот так. Но что у вас любовь, что у вас вроде как все хорошо. Но с другой стороны, да, эта карта всегда показывает, что человек может ревновать в любой момент, когда что-то угрожает отношениям. Ну, то есть, если он видит, что на вас кто-то смотрит, кто-то пишет, что вы кому-то пишете, что вы с кем-то перемигиваетесь на улице или еще что-нибудь в этом духе, он будет ревновать в любом случае. То есть, да, он ревнивец, да, он собственник, и да, он вас любит, и, конечно, он будет ревновать. Хорошо, а следит ли он за вами? Там, допустим, в социальных сетях, в жизни. Следит ли он за вами? 7 жезлов. Ну, я думаю, что не просто следит, а все у него под контролем. Он распоряжается, возможно, какими-то даже вашими личными вещами и может легко заглянуть куда угодно. В телефон, в карман. Все доступно, все открыто. А если уж вы против, тогда он заглянет точно. То есть вот видите как, что если вы начнете что-то скрывать, он сразу же будет туда и заглядывать. Что он хочет от ваших отношений? Туз жезлов, страсти, любви, притяжения, романтики, продолжение отношений, начало чего-то нового, вместе что-то делать, зарождение проекта какого-то, может даже совместного, бизнеса семейного, чего угодно. Вот что-то такое хорошее, светлое. Туз жезлов — это яркая новая идея, яркость отношений, страсть в отношениях, романтика. Ну, в общем, большие чувства у этого человека к вам, и он хочет продолжения. Продолжатся ли ваши отношения? Рыцарь жезлов, да, поскачут как бешеные, поскачут вперед эти отношения, очень быстро будут развиваться. Действительно, это яркие отношения, возможно, скоро совместное путешествие, дорога. И много совместных впечатлений. Да? Человек, если он мужчина, особенно будет проявлять инициативу. Если вы мужчина, вы будете проявлять инициативу. Хорошо. А как себя лучше вести, чтобы улучшить отношения? Луна. Ну, быть загадочным человеком. Вообще любить эзотерику, вообще любить загадки, любые тайны. Говорить о мистике. Увлекаться чем-то таким. Вот человеку-то, видимо, нравится интуитивно. И тянет его в сторону мистики, эзотерики. Может, фильмы какие-то вместе посмотреть. Мечтать под луной. Говорить ему о своих каких-то внутренних чувствах. Но не к нему, а вообще, в принципе, о своих внутренних переживаниях. Но быть чуть-чуть загадкой всегда. Быть чуть-чуть загадкой. Это вот самое лучшее, чем можно укрепить отношения. Ну, вот такая вторая позиция. Очень мне понравилась. А мы идем дальше. Третья позиция. Ревнует ли он, да? Вот такое наше окаменелое дерево называется. Итак, первая карта — ваши чувства. Мир. Ну, я бы сказала, что вы его любите, да, этого человека. Он для вас весь мир, целый мир. Вы готовы ради него на все. Но знаете, что итог у отношений уже есть какой-то вывод, и что нужно выходить на следующий уровень. Вообще вы как будто с ним по кругу ходите, окольцованные. Вы это знаете, что это какие-то очень такие мощные кармические отношения, и что вы не просто так человека встретили, что он ваша судьба в каком-то смысле, и что даже если есть испытания в отношениях, вы готовы их проходить. Вот. Но сейчас вы настроены на то, чтобы с ним жить в мире и согласии, или быть с ним в мире и согласии, улучшить отношения. Вот так. Если себя узнаете, оставайтесь. Если нет, вам в другую позицию. Что он чувствует? 4 мечей. А у него вот идет какая-то заморозка сейчас вот, в чувствах. Он как будто был обижен, потом остыл. Может быть, или простил, или просто оставил эту тему. Психологическую прям травму из-за вас какую-то оставил в прошлом. Но при этом у него как застыли чувства. И ему нужно время для того, чтобы возобновились какие-то к вам чувства, или чтобы вообще вы, как в море кораблей, разошлись. Да? Вот я это так вижу. Вообще 4 мечей иногда пассивность в чувствах, мало что происходит яркого в отношениях, человеку романтики не хватает. Но в любом случае раньше он как будто был на вас обижен, если честно. Давайте посмотрим, ревнует ли он. Жрица.
Если у него и есть ревность, то очень-очень глубоко внутри и тайно от всех. То есть меньше всего на свете он бы хотел, чтобы вы догадались, что у него есть хоть какая-то ревность. Потому что для него это было бы как унижение. Если бы кто-то понял, что у него есть хоть какая-то ревность, хоть какие-то чувства. Он не хотел бы обнажать свои чувства, он их прячет глубоко внутри. Давайте посмотрим, следит ли он за вами хоть где-то, в социальных сетях, в жизни. Тройка пентаклей. Он общается с людьми. Вот он узнает о вас информацию через других людей. Там знакомые, друзья, родственники, сотрудники по работе, кто угодно, кто вас связывает. Вот он почему-то через третьи лица узнает о вас информацию, причем вряд ли он спрашивает, ему так сами говорят, наверное. Общаетесь ли вы? Вот в чем вопрос. Потому что справки он на вас наводит, но не навязчиво, а ему как будто просто сами рассказывают люди. Странно. Чего он хочет от ваших отношений? Или она? Рыцарь мечей. Ну, какой-то неожиданности. Чтобы, если уж вам общаться, то с помощью какого-то неожиданного случая, события. Вот так прям. То есть он бы хотел, чтобы вас свел какой-то случай. Или чьи-то другие отношения, там скандал может какой-то, чтобы вы оба заинтересовались и могли бы пообщаться. Скорее всего, такие люди не вместе. Потому что видно здесь, что человек очень много скрывает от вас. Даже если он общается с вами, но как-то очень скрытно, не открыто, совершенно не открыто для вас. И даже если ревнует, то он очень не хочет, чтобы вы знали. Хорошо. Как продолжатся ваши отношения? Тяжело. Десятка жезлов. Говорит, что в отношениях еще проблем будет многовато, и нужно их все будет разгребать. Но, опять же, по десятке жезлов редко люди расстаются окончательно, слава богу. И они все равно тащат тяжкий груз этих отношений, потому что они кармические. Просто нужно пройти это испытание и работать над отношениями. Как себя лучше вести, чтобы улучшить отношения? Восьмерка жезлов. Активно. Вы знаете, здесь нужно к человеку проявить активность, общаться с ним больше, разговаривать, настаивать на общении, может быть, встретиться через других людей с ним, пообщаться, поговорить лично, или хотя бы где-то там, в социальных сетях, или поговорить по телефону. Подключить к этому, может быть, кого-то еще, но чтобы вы поговорили. Вам нужно поговорить, это очень важно. Проявите к этому инициативу. Вот такая интересная третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.